Приветствуем участников научно-практической конференции «Аламай күн сыламынан», дорогие друзья, коллеги. Приглашаем вас совершить прогулку по тропинке благословения родного языка. По нашему дошкольному учреждению детский сад «Кустук», село Партизан, чтобы своими глазами увидеть, как выглядят его групповые помещения, в каких условиях дети играют, занимаются художественным творчеством и музыкой, исследуют окружающий мир и делают множество ежедневных открытий. Оформление и дизайн каждого помещения выдержан в национальном стиле, что создает неповторимый колорит и индивидуальную атмосферу. В настоящее время в нашем детском саду идет ознакомление солонко с малого дошкольного возраста. Это обогащает их духовно и развивает у детей родную речь, словарный запас, фантазию, воображение, память, воспитывает нравственные качества, любовь к родному краю. Образовательный процесс оснащен наглядными игровыми материалами, методической литературой, дидактическими пособиями. Каждая группа имеет свой индивидуальный подход, согласно их интересам и возрастным особенностям. В каждой группе для привития любви к родному языку и речи созданы условия пространственно развивающей среда в национальном якутском стиле, чтобы изучать, познавать, воспитывать на якутском родном языке. Созданы центры. Как вы видите, в центре групп находится Аллук-Мас. Это священное дерево народа Саха, которое олицетворяет воссоздание в соединении трех миров персонажей героев Олонко. Аллук-Мас тесно связывает человека с природой, культурой и бытом народа Саха. Дети учатся и познают свой родной язык через игры, играя в куклы Олонко. В мини-музеях Саха-Балагана дети учатся культуре, общению и родному языке. В музее имеются якутские национальные настольные игры, украшения лошади, национальная одежда и утварь, коврики, панно, мечи из конского волоса, дейбир, лоскутная мозаика, якутский календарь, тряпичные куклы, сыахай, сшитые мамами воспитанников. Закаливающие материалы для познания родного языка мы используем изготовление из конского хвоста и гривы лошади, көрбүхер, түймәчиктер, сүлбә, плетение из конских волос, сухор для физического развития и оздоровления детей. Любовь к родине невозможно представить без родного языка. Обучая детей к родному языку в детском саду, мы решаем важную задачу воспитания любви, бережного отношения, уважения, интереса к родному краю. Для этого в группах созданы усилиями воспитателей и родителей многофункциональные центры, студии, необходимые играя с детьми для изучения родного языка и, конечно, пополнение словарного запаса на родном языке. Родители очень заинтересованы, чтобы их дети знали свой родной язык. Основные содержания программы воспитания и обучения к родному языку составляет национальный и региональный компонент. Дети воспитываются в среде национальным колоритом, знакомятся со сказками, стихами, загадками, слушают песни на родном языке, играют, учатся исполнять национальные танцы, дидактические игры, подвижные национальные игры, сахалы төрөт онюлар. Язык – это символ культуры, который ничем не заменить. Дети совместно с родителями сделали рукописные альбомы и буклеты «Моя семья», «Моя родословная», «Герб семьи», «Гордость нашей семьи». Любимая игра детей – «Джайгай огото». Дети, играя, учатся традиционному уходу за лошадьми, правильно называть части тела лошади и утварь. Пополняется и обогащается словарный запас речи на родном языке. В работе используем мнемотаблицы. Глядя на эти таблицы рисунки, дети легко запоминают информацию, развивается связная речь, у детей увеличивается круг знаний об окружающем мире, появляется желание рассказывать тексты, придумывать интересные истории.
Календарь природы оформлен в виде старинного окошка. В студии театр дополнили персонажами якутских сказок и олонхо, сшитыми совместно с родителями, чтобы дети обогатили свой словарный запас и разговаривали на родном языке. Смастерили различные игрушки для ознакомления с эпосом Олонхо. Дети играют в джеребина-джерелетто, собирают пазлы, играют в домино с героями Олонхо. Развлечения приводятся с родителями и детьми в игровой форме. Здесь детей знакомим историей наших предков и родным языком. Жилище, якутская национальная одежда, посуда. Для приучения родному языку из якутских блюд в месяц один раз в состав меню входят якутские блюда: кюрчех, оладьи, лепешка, суарат. В начале каждого месяца по якутскому обычаю детям проводят благословение алгыс. Щедрое народное наследство. Я люблю красивый наш язык. На якутском говорю я с детства, словно к матери к нему привык. Спасибо за внимание.